Базаржаб, во-первых, от имени всех твоих коллег мы от всей души поздравляем тебя с большим успехом. Вагинский округ впервые пришла золотая ника посредством тебя. Я думаю, что это огромный успех у тебя. И хотя все знают, что ты получил первый приз на всероссийском конкурсе журналистов, тем не менее, пожалуйста, расскажи, что это был за конкурс, как проходила церемония? Этот конкурс, всероссийский конкурс журналистов экологии России, проводится уже второй раз. Первый раз он был проведен в 1996 году, тогда в нем приняло участие 149 редакций газет, представивших более 4000 газетных публикаций, радиоматериалов практически изо всех регионов России. В прошлом году осенью мы получили положение этого конкурса и решили также принять участие в нем. Тем более у нас была очень благодатная тема. Мы все знаем, что в прошлом году над нашей святыней, буддийской святыней, горой Алханай, нависла серьезная угроза разрушения. Агинская окружная горная компания собиралась там начать разработку золоторудного месторождения. Причем таким варварским способом, методом кучного выщелачивания, который пока в нашей стране применяется не везде. Это новый для нас метод при применении химических всяких препаратов, вредных для нашей природы. И экологическая общественность округа, население, все поднялись, и средства массовой информации, газеты, также радио, телевидение поднялись на защиту Алханая. Мы знаем из газетных публикаций в Агинской правде, газете «Талон», что население было очень встревожено тем, что создана такая угроза нашему Алханаю. И в этих условиях администрация нашего округа пригласила независимую международную экспертную комиссию, в составе которой были 3 американцев. Мы осенью не раз показывали работу этой экспертной комиссии. И вот на основе этих видеоматериалов мы создали небольшой фильм, 18-минутный. В начале декабря мы его смонтировали, отправили в Москву в оргкомитет этого конкурса. И уже в этом году, в марте месяце, к нам пришло письмо из оргкомитета конкурса о том, что наша передача поступила на конкурс. Вообще, в целом, на этот конкурс пришло более 6000 материалов, как было отмечено, из 228 редакций. Но мы, получив это письмо, конечно, не надеялись, что наша работа получит такое признание, что мы займем первое место, получим золотую нику. Ну, через некоторое время после этого письма на наш адрес поступил факс, в котором сообщалось дословно, что мы заняли призовое место и что нас приглашают на торжественную церемонию вручения золотой ники лауреатам этого всероссийского конкурса. Вот так. Но мы, редактора, работаем не одни, все это мы прекрасно знаем. И я знаю, что ты работал с режиссером Константином Ютуповым и с оператором Тумыном Царендашевым. А для получения приза с кем ты выехал в Москву? Для выезда в Москву, конечно, в наше время мы понимаем, финансовые сложности, трудности возникают. Но тем не менее, наша телерадиокомпания нашла и изыскала возможности отправить нас с Туменом Царендашевым, оператором. Также нам помогли, конечно, спонсоры, Агинский ДОЦАН, администрация округа, комитет экологии нас поддержал. Также мы обратились в фонд Байкала, там тоже оказали нам небольшую финансовую помощь. Всем им большое спасибо. Выехали мы с Туменом Царендашевым 6 апреля. Церемония вручения состоялась в Москве. Есть там гостиница Редисон Славянская, очень большая гостиница, там все замечательно. Международный пресс-центр. Вот вся церемония проходила там. Жюри второго всероссийского конкурса журналистов экологии России было довольно представительным. Председателем жюри был Засурский Ясин Николаевич, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, первый заместитель председателя Государственного комитета по охране окружающей среды Российской Федерации Алексей Филиппович Порядин, члены жюри Богданов Всеволод Леонидович, председатель Союза журналистов Российской Федерации, Леонов Борис Михайлович, заместитель главного редактора газеты «Труд»,
Маслова Ирина Сергеевна, главный редактор редакции общественно-политических программ ТВ «Вести», Медведев Валентин Иванович, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, Никанорова Екатерина Васильевна, профессор кафедры экологии и управления природными ресурсами Российской академии государственных служащих при президенте Российской Федерации, Кораблев Владимир Владимирович, обозреватель радиостанции «Маяк», и Сизова Людмила Васильевна, заместитель декана факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, уважаемые дамы, коллеги, уважаемые лауреаты, уважаемые меценаты. Разрешите вас всех поздравить, что наконец-то мы пришли к финишу, к моменту награждения победителей нашего конкурса. Хотел бы буквально в двух словах сказать о том, что второй всероссийский конкурс журналистов сказал о том, что, как мы ставили перед собой задачу, журналисты начинают поворачиваться к проблемам экологии. Все больше и больше. Это видно по количеству поступающих материалов на конкурс, много видно по качеству этих материалов и по результатам многих выступлений. Но одно разнит и первый, и второй конкурс. Разнит в том, что многие богатые структуры пока еще не повернулись к нашему конкурсу. Как ни парадоксально, но большинство банков, большинство нефтяных компаний пока к нам относятся, можно сказать, с пренебрежением. Есть сегодня в зале у нас представители тех нефтяных компаний, которые нормально повернулись в нашу сторону. Есть среди нас и те банки, которые нас водили за нос. И вот публиковали о банках бесплатные материалы в центральных изданиях, но после этого они от нас отворачивались. Но тем не менее радует то, что вот вы видите, сколько здесь стоит у нас рекламных счетов наших меценатов, что фирмы, которые не только родились, которые только становятся на ноги, и которые крепко стоят на ногах, сегодня будут звучать с этой сцены. И большие наши гиганты ГАЗ, и гигант ЗИЛ, и другие гиганты будут звучать сегодня с этой сцены, и мелкие частные фирмы, которые откликнулись и понимают, что работа журналистов в направлении освещения экологических проблем не просто для хайна, что у нас это плохо, а по пути поиска, как исправить ту или другую экологическую ситуацию, очень нужно и очень полезно. Спасибо всем тем, кто принимал участие в конкурсе. Примите, так сказать, соболезнования тем, кто не победил, но не теряйте надежды. Поздравляю всех лауреатов. И сейчас я хотел бы предоставить слово тем, кто откликнулся сегодня и понял наши такие проблемы. Насколько хорошо была организована церемония вручения? Я вот задаю этот вопрос, чтобы люди знали, как все это делается, большие мероприятия. Как вас там встретили, насколько уютно и комфортно вы себя там чувствовали? Нас встретили очень хорошо. Прямо у входа, у стола регистрации, нас поджидало российское телевидение. Им, видимо, было интересно, как же из такого дальнего края Забайкалья неизвестная телерадиокомпания, скажем мы, молодая телерадиокомпания, заинтересовалась экологией. Экология сейчас очень актуальная тема, тем более. Вот они решили у нас тоже взять, видимо, интервью. К нам подошла Наталья Анатольевна Молчанова из программы «Красная книга. Экологическая экспедиция РТР». Записали небольшой рассказ о нашей компании. И, видимо, в ближайшее время, как они нам объяснили, наш фильм «Алханай Жемчужин Забайкалья» также будет показан в их программе. Но вообще сама церемония, мне кажется, организаторы этого конкурса, организаторы этой церемонии
немного не продумали саму церемонию. В чем это выражалось? Мне кажется, надо было бы победителям, самым главным призерам дать больше времени. Третьи призеры, кто получал третьи премии, вот они выходили, спонсоры, меценаты выступали сами, вот эти лауреаты, третьи призеры, заняли очень много времени. И к середине церемонии выяснилось, что у нас остается очень мало времени, и организаторам пришлось ограничить время выступлений даже спонсоров, меценатов, которые спонсировали этот конкурс. И тем более для лауреатов не осталось времени. Когда подходило время моего выхода, я очень, конечно, понимаете, волновался. И приготовил небольшую тоже речь. Ну, не речь, выступление небольшое на 2-1,5 минуты, но не удалось мне выступить, времени было очень мало. Все было сжато, ограничено в конце. Вот в этом плане, видимо, организаторы не продумали. Вот так. Номинация «Лучшая региональная телепередача». «Золотая Ника» и диплом первой степени вручается Изакжану Ранчинову, фильм «Алхана и жемчужина Забайкалья», Агинская, Бурятская КТРК. Акционерное общество «Ленторгтранс», помощник президента Ирина Юрьевна Короткова, акционерное общество «Смоленский лед», генеральный директор Белякова Нина Васильевна, а также акционерное общество фирма «Сим», Владимирская область, Усть-Кустальный район. Это еще не все. Общество с ограниченной ответственностью компании «Сарас». Сколько на одного сразу? Менеджер по въездному туризму Князева Таня. Я прошу оргкомитет выделить провожатых для призов «Золотой Ники». Они у них руки только две, они не управляют. Молодые люди есть в зале, помогайте призерам. Добровольцы. В номинации «Лучшая публикация в зеленой прессе» золотой приз вручается Ольге Павловой, газета «Эко-курьер», город Петропавловск-Камчатский. Призы и подарки вручают. Номинантами, лауреатами не позволят России превратиться вот в то, о чем сказал Роберт Рождественский. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Я желаю, чтобы с помощью вас, а я всегда журналистам говорю, что это несправедливо вас называть четвертой властью, вы между первой и второй, когда вы можете мощным прессингом изменить указы президента и заставить Верховный суд отменить незаконные постановления правительства, я говорю, журналисты это не четвертая власть, это действительно где-то между первой и второй. Я желаю, чтобы Россия сохранилась со своей благодатной природой, чтобы мы жили не в окружающей среде, а в прекрасной российской природе. Успехов всем! Спасибо! Был ли организован вот на этом мероприятии просмотр или знакомство с другими конкурсными работами? К сожалению, такого просмотра не было, да и возможности такой, как я уже говорил, вот отвечая на ваш предыдущий вопрос, время было ограничено, но когда выходил очередной лауреат, на экране, на мониторе высвечивалось, значит, кто выходил с газеты, значит, газетная публикация, все было заснято, или вот, допустим, наш фильм «Агинская, Бурятская ГТРК», и кадры из этого фильма были показаны. Вот думаю, хоть так обыграли они этот момент. Но просмотра, к сожалению, не было. Конечно, это было бы для нас вообще здорово. Познакомиться с работой других лауреатов, сравнить, посмотреть и себя показать. Вот было бы замечательно. Но я думаю, что наших телезрителей заинтересует, наверное, такой вопрос. Что подарили первым призерам? Какие это были подарки? Ну вот, кроме золотой ники, которую мы вот видим, и диплома, вот диплом мы можем показать. Кроме золотой ники и этого диплома, призерам вручались различные призы и сувениры отечественного производства. Главным условием этого конкурса, видимо, для меценатов было то, что они предоставляют призы экологически чистые и
отечественного производства. Ну, перечислять всех меценатов, я думаю, не стоит. Вот нам призы предоставили, значит, фирма «Чистый воздух» с города Орла, небольшой очиститель воздуха, электроприбор, акционерное общество «Смоленский лен» предоставило свой подарок, набор небольшой из льна, там скатерти, там салфетки, там и прочее. Ну и книги были, значит, российская косметика от фирмы «Линда», тоже, видимо, мирового уровня, качества хорошего, производится в городе Троицке, Московской области. Это, я думаю, тоже для них своеобразная реклама. Ну и Лесторгтранс, есть такая фирма в городе Москве. Она подарила мне журналистский, может быть, можно это сказать, набор, 2 блокнота, ну, натурально, не натурально, я не знаю, обитая кожей и большая ручка красивая. Вот, в принципе, все, наверное. А что вручали остальным лауреатам? Простите, я забыл, самое главное. Была вручена путевка от туристического агентства компании «Сарас». Туристическая путевка на 2 лица с открытой датой. Ну, предварительно договоренность с этим турагентством у меня была Черногория. Но еще, видимо, будет решаться вопрос, какую страну. Но выбор, видимо, за мной. Так, и какие известные люди присутствовали на церемонии, с какими людьми удалось познакомиться, и, может быть, там уже завязались какие-то творческие связи на будущее, какие-то планы работы запланированы? Ну, людей было очень много, я уже отметил. В начале церемонии было зачитано приветствие участникам и лауреатам Всероссийского конкурса журналистов от мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Он пожелал нам успехов всем в этом благородном деле сохранения российской природы. Также в адрес оргкомитета поступило такое письмо от Всемирного фонда дикой природы. Это Всемирный фонд дикой природы, основанный 35 лет назад, является крупнейшей природоохранной организацией мира. Директор российского представительства Игорь Честин выразил свою надежду, что будет 98-й год, являющийся годом тигра по китайскому календарю, будет повсеместно объявлен фондом как год защиты редких животных. Очень надеемся на взаимопонимание и поддержку. Также лауреатов этого конкурса поздравил Егор Строев, Совет Федерации. Но вот, отвечая на вопрос о знакомстве со своими коллегами, могу сказать, что еще до начала церемонии, после российского телевидения, к нам подошла журналистка НТВ, независимого телевидения, Наталья Великодная, наша коллега, она ведущая экологической программы «Среда», поздравила нас с большим успехом, с получением золотой ники. И сразу первым же делом, что мне понравилось, поинтересовалась, как же было дальше, что с вашим Алханаем. Ну, я ответил на этот вопрос, что у нас в этом плане все благополучно. Ну, она сказала, что будет надеяться на какое-то сотрудничество. Вот. Возвращаясь к российскому телевидению, я скажу, что Наталья Молчанова, с которой мы беседовали, предложила сотрудничество, может быть, так можно сказать. У них на российском телевидении выходит раз в неделю программа «Федерация». И она предложила нам подготовить нашей телерадиокомпании небольшой материал о своем округе. Мы, наверное, займемся этим. В какое время отправим, еще пока я не могу сказать. Но еще насчет других связей. Познакомились мы с группой из Дагестана. Что интересно, кроме нас, нашей группы из Загинского округа и дагестанцев, остальные все были с центральных районов, скажем. Азиатской внешности были мы одни. И с Кавказа была группа, скажем так, что было очень приятно. Так, в Москве вы пробыли дней 10, однако, да? И раз уж вы были с оператором, то, наверное, отсняли какой-то еще другой материал, потому что агинцев, и людей с Бурятии в Москве много. Какой материал вы там отсняли, какие передачи смогут посмотреть наши телезрители в ближайшее время? Да, вы правильно сказали, что в Москве живет очень много бурят, выходцев с Бурятии, с наших 2 округов.
Мы сняли работу нашего постоянного представительства. Ну, наверное, в ближайшее время также покажем, чем они занимаются, наши ребята там. Но что самое интересное, нам удалось побывать на фестивале народа России, студенческий фестиваль, который проводится в Российском университете дружбы народов. Вот. Там учатся очень много студентов из нашего округа, из окружного центра очень много, я даже знаю. Вот наши ребята 4-й год показывают себя с очень хорошей стороны. Вот мы полностью сняли это представление, театрализованное представление по мотивам старинных бурятских легенд, преданий. Очень красочное представление, костюмированное. Ну, наверное, одно из лучших представлений. Я думаю, мы тоже покажем в ближайшее время. Вы смотрели репортаж. Последние несколько